вариант внимания. Ага. Только заполняйте все внимательно и приносите его там цену красный ковер. Горного барана. Кап березы. Вон на кожа. Кожа. Натуральная кожа. На этой выставке представлены уникальные авторские ножи высочайшего качества, предназначенные для кухни, туризма, охоты, рыбалки, а также коллекционные и антикварные клинки. У вас свой, скажем так, инстаграм-магазин или вы сдаете свои работы? Нет, у каждого своя инстаграм-страница. Еще раз. Это ее чистый и нож рабочий. Да, это он все так сделает. Это вообще эксклюзив. Молодой парень. Проживает в самом отдаленном наследии Нефтинского района. Да, это мы на руках носили. Это наша Илья, это композиция называется «Дань его предкам». Это корица, это болго, это тоже настоящий камень. Крица это и есть вот болотное железо. Да, ага, да. Вот, тоже рог оленя. Ну, все. А, это вот описание. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Егоров Михаил. Я являюсь ведущим видеожурнала «Клинок» на канале YouTube. Также я являюсь организатором и директором выставки «Клинок». Сегодня мы здесь собрались в Петербурге. Большое спасибо Республике Якутия и Нюрбинскому району, которые решили отправить своих мастеров на эту выставку. Впервые у нас представлены настоящие якутские мастера в Петербурге. И их стенд вызвал большой ажиотаж, большой интерес к себе. Я надеюсь, что и мастерам понравится, и людям понравится то, что делают в Якутии настоящие якутские ножи. Здесь у нас сегодня на выставке собралось 75 участников со всех регионов России, в том числе, да, и из дальней республики, для нас, дальней республики Якутия. Для людей это очень приятно, очень интересно. Мы долго вынашивали идею выставки в Петербурге, и в 2017 году первый клинок здесь провели. На сегодняшний день это уже большая, хорошая, посещаемая выставка. И я надеюсь, что благодаря в том числе мастерам из Якутии она станет еще более интересной, более посещаемой и более, извините за тавтологию, большой. Всем в Якутии привет из Петербурга и из Москвы. Добрый день. Я являюсь организатором выставки «Клинок. Традиции и современность». Меня зовут Ольга Абовская. Немножко расскажу о нашу историю. В Москве мы провели 43 выставки. Вот весной у нас будет 44-я выставка. И мы поняли, что не только в Москве есть ножеманы, которые любят и уважают наши изделия, наших мастеров. Ну и решили расширить регион, так сказать, наших действий. Начали мы с Санкт-Петербурга. Вот в данный момент мы уже в Санкт-Петербурге проводим 6-ю выставку.
Вот. И в рамках нашей как бы, выставочного периода у нас есть конкурсы. Традиционный конкурс, который мы проводим на всех выставках, это конкурс художественных изделий. И на второй день мы проводим конкурс ЭКЦшный. Это испытание ножей на качество. Значит, в этом году принимали, у нас большая делегация была с Республики Саха. Мы очень рады, то, что нашу выставку посетила такая вот известная, наверное, в Республике Саха с Нюрнбергского района делегация. Мастера все очень знаменитые, у них очень хорошие изделия. И вот их изделия тоже принимали участие в конкурсе. К сожалению, вот я еще результатов не знаю в силу своей занятости, но думаю, что наверняка кто-то что-то занял. И результаты мы выложим на нашем сайте, можно будет посмотреть. Нам очень нравится. К нам в Москву тоже приезжают с других районов участники. И их изделия пользуются уже у наших посетителей спросом. Всегда перед выставкой звонят посетители и спрашивают: а ребята с Сахи приедут? Вот они их уже ждут. Я так думаю, что они уже стали друзьями. Уже нам приходят с вами семьями, руки пожимают. Поэтому очень дружественно отнеслись к вашим мастерам. Вот, и мы с удовольствием будем приглашать вас еще на все наши выставки. Вот следующая наша выставка – это «Весна Москва». Потом мы поедем в Екатеринбург с 5 по 9 мая. В сентябре, где-то в 20-х числах, ну точно уточним потом, мы поедем в Краснодар. Будем в Краснодаре. Вот, поэтому география нашей выставки большая, поэтому приглашаем всех, кто еще не участвует, приглашаем к участию. Будем очень рады сотрудничеству с вашими мастерами. Маленький сувенир – это якутские сережки. У нас серебро ценится дороже золота и считается как вес. Это узоры серебряные, с пожеланием здоровья, счастья и добра. Спасибо большое. И вот это наш представитель. Не полированная. Замечательные ножи, всегда хотелось вот именно с этническим духом, там, настоящее. Глаз зацепился, мимо не пройду. Темный не купишь? Он побольше. Он универсальный. Нет, саморезин смотри сама.
привлекает вас эта выставка? Ну, я с Якутии сам. Всю жизнь прожил, волею судьбы оказался в Петербурге. Первый якутский нож мне в руки попал в 8 лет, и с тех пор я работаю только якутским ножом. Я охотой занимаюсь очень давно и по сегодняшний день. И рекламирую везде наш якутский нож. И благодарю, что появились вот такие выставки. И очень хорошо, что приезжают наши якутские мастера. Это продвигает нашу самобытную культуру. И здесь потомственные кузнецы. Вот Ваня Савинов, он делает мне очень много ножей. Ванечка, спасибо тебе. Вот, обращаюсь неоднократно к нему. Благодарю вас всех. Якутия рулит. Ежегодно посещаю выставки, и последние только 2 выставки с Якутии приезжали со своей продукцией. Сами ножеделы, которые делают якутские ножи. Очень давно хотел якутский нож купить, потому что в коллекции у себя более 15 ножей. Но поработав один раз якутским ножом, я на охоте, на рыбалке использую ножи. Один раз поработав якутским ножом, я понял, что лучше ножа по резу, по удобству, наверное, я в руках никогда не держал. Поэтому пришел на выставку именно подбирать себе клинок якутского типа, то есть якутский нож. Ребятам сейчас рассказал предысторию, как я вижу, как появился дол и откуда появилась такая форма якутского ножа. Много различных вариантов. Разные ножеделы говорят по-разному. Разные историки говорят по-разному. Если взять простой якутский нож традиционный, то видим формы. Здесь она в линзу, здесь кованый, как правило, дол. Так вот, как появилась эта форма? Не было металла. Это идет со средневековья. Металла не было. И использовали кость. Кость животного, она внутри полая. Когда кость раскололи, одна половинка кости, она как раз вот и имеет такую форму. Здесь изогнутую, а здесь имеет дол, впадину. И этот нож очень легко было точить. Его можно было на камне наточить, направить, и он получился очень хорошим резом. Ну, а, естественно, потом, с приходом технологий цивилизации, уже начали использовать различные виды стали для изготовления таких ножей. Костяными, конечно, уже никто не пользуется. Но ножеделы говорят, дол делается для того, чтобы увеличить жесткость клинка, либо уменьшить вес клинка, либо просто для того, чтобы не прилипало, когда режешь с этой стороны, чтобы не прилипало мясо, либо рыбы, там, либо чего-то. То есть сам вот этот вот дол, когда ты начинаешь резать, он не дает мясу прилипнуть. И получается за счет этого лучше рез. Это вот как бы 3 таких варианта, но я склоняюсь к тому, что это все-таки природой данный материал и сделан из кости изначально. Поэтому хорошая продукция, спасибо вам. Кузнечное ремесло и металлургия сохранилось у якутов от их далеких предков и были развиты уже в X и XII веках. Из металлов якутским мастерам были известны железо, медь, бронза, серебро, олово, свинец, золото. Железо имело самое большое распространение. И наоборот, золото якуты не любили, считая его медью с менее хорошими механическими свойствами. В отличие от других народов, якуты считают, что остро можно дарить и без обычая с уплатой монеты. Нужно только помнить, что если вы кому-то дарите нож, то вместе с ним доверяете этому человеку свою судьбу и даже жизнь. Функции якутского ножа поражают многообразием. Недаром якуты говорят «нож – моя 3-я рука». С его помощью можно выстрогать из твердого березового капа огромный чорон и украсить его ажурной резьбой. Им снимают шкуры с животных, разделывают тушу, выделывают кожу, шьют одежду, делают мебель. Нож прекрасно заменяет рубанок, а придавая нужное усилие, мастер регулирует глубину погружения клинка в материал. С этим же ножом рыбачат, охотятся и также вырезают тонкие детские игрушки. Сегодня вековые традиции своего рода продолжают кузнецы Нюрбинского улуса, объединенные в ассоциации кузнецов Сата-Ус.
председательством Ариана Васильевича Афанасьева, Арьян УС, восстанавливая и сохраняя традиции выплавки железной руды по старинному методу. Многие годы они ведут по обучению подрастающего поколения кузнечному делу, традиционным методам и изготовления якутских ножей, варганного музыкального инструмента хамус и других изделий. Их ученики успешно продолжают развивать дело предков. Члены Ассоциации кузнецов Нюрбинского улуса Сатаус успешно участвуют на республиканских, российских, международных конкурсах, фестивалях, ярмарках, выставках кузнецов, сами являются организаторами аналогичных мероприятий в родном улусе, внося свой вклад в увековечивание историко-культурного наследия кузнецов Сата, а также пропагандируя кузнечное дело среди подрастающих поколений. Конкурс, соревнование, которое называется «Заруба». Я автор этого конкурса, и он проходит уже порядка 3 лет, но изначально он проходил 2 этапа, сейчас в конкурсе уже 5 этапов. Что это значит? Одним ножом нужно будет подряд перерубить в 2 местах шнурочек, потом нужно будет перерубить 5 бумажных трубочек, перерубить доску и в конце перерубить канат. В финале идет строгание, перестрагивание бруса. Соответственно, это испытание как для ножей, как для участников, так и для мастерских и заводов, которые эти ножи производят. Потому что мы обязательно анонсируем, чей нож, какая сталь на клинке, какая геометрия. И конкурс, он предполагает довольно серьезное испытание для клинка. Соответственно, можно показать, насколько хорош ваш клинок, если вы производитель. Да, можно показать, насколько вы хорош как участник, как группчик, насколько вы мастеровитые ребята. И конкурс, который просто интересен, он собирает много нажиманов. Объявить первого участника, кто зарегистрировался первым. Так, еще раз добрый день, уважаемые участники. И сейчас первым у нас мы встречаем под бурные аплодисменты, друзья, Тимофеев Иван, Республика Саха-Якутия, Нюрбинский район. Отлично. Иван, я прошу тебя объявить, какой нож, какая сталь. Покажи, пожалуйста, всем нож. Сталь Х-12 ММ, якут твоего же производства получается. Ну, посмотрим, как он себя покажет. Потому что здесь действительно сложное испытание. Здесь должен нож быть и достаточно прочным и мощным, чтобы рубить дерево, и достаточно острым и таким, ну, как управляемым для того, чтобы перерубить легкий шнурок. Лень, могу я тебя попросить время фиксировать? Все хорошо, без тебя никак. Без тебя никак. Итак, нужен, Лень, без тебя не получается пока бойтесь. Итак, я предлагаю поддержать аплодисментами первого участника Ивана. Давайте так. Вот мне интересно, есть прогнозы, за сколько времени он пройдет этот этап? Художественный ученический художник. По выставка художественная, мало потом. Гербетигер Оловаран, Мосогол, Куска, Булту Вечерин, композиция Курдугамар Буту, Тортена Таутом, Халлан Тоенадет, начало хозяин неба нет. Вынавал Лонды, Иринка Мистер, Мамон Моста, Чулку Моста, Тех Мога. Нет, это ты как посмотрите, очень широкий, да, получается,
неудобно приходится, да, вот, положение ручек, вот, ложится и вот рука, она как бы все. Подъем, вот он, подъем, да, получается. Мы никуда не сыграем. Мы не можем срезать, то есть он как бы гнется, но гнется очень тяжело. И в этом плане вот эта пятка, она, ну, ни к чему, на самом деле. А мы немножко шефа поставим на мясо? Да, на мясо. Можно середнички сейчас попользоваться, да, теоретически? Сколько это мы поставим? Я понял, хорошо. Ну, в самом деле, наверное, трудно это делать, да? Да, на самом деле, поэтому сильно кусая ножи, ну, такие середнячки, наверное. да, все верно. Почему очень много японских ножей, мы не говорим о самых, да, самые простые, бытовые ножи, они все короткие, они все лезвия Мне кажется, 20 вообще оптимально. Я слышал мнение от одного шефа, наверное, частное мнение, что это перчатка дома, это селедка, что мне так папа под руки отмывать. Так не люблю, когда руки потом пахнут селедкой, рыбой. Поэтому иногда, но это шутка неудобно, честно сказать, с перчаткой. Ну, это лично мне. В принципе, на самом деле удобно, но немножко он коротковат. Как это средний уже шеф? Средний, можно чуть длиннее. Еще длиннее. Да, длиннее и форма вот эта получается. Вас не угодишь, Ростислав. Большой шеф надо покороче, средний нет, надо подлиннее. Я говорю свои ощущения. Я понял. Тогда что, где-то вот, наверное, вот так. Национальный нож. Третье место. Савинов Иван Иванович, Республика Саха-Якутия. Якутский нож Саха-1. Второе место. Автор Тимофеев Иван Прокопьевич, Республика Саха-Якутия. Якутский нож Байкянай. Я научился выговаривать. Я молодец. И первое место. Александр Владимирович Васильев, Республика Саха-Якутия. Якутский нож Баянай. Мы в свое время заказали у мастера хороший добрый клинок для охоты, и он нас очень своим трудом порадовал. Показал очень добрый, хороший фильм, как этот клинок делался. Мы были все восхищены, во-первых, его руками, мастерством и бесконечно благодарны. Сегодня этим клинком пользуется охотник, мы восхищаемся этим мастерством. Мы желаем Ивану творческих успехов и всего самого-самого доброго. Бесконечно благодарны за хорошую, добрую работу. И очень этим отношением дорожим. Признательно спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо, парни. Şimdi bir duygular var. O bizim bilgi bu Sankt-Peterburg'da sinyalar güzel. Magazin'e kalanlar, ne bu Petersburg'da. Olanlar bu ikisinde bu sahalar satan ustara, yurbalar выставкалар gidip John Hüdden sevgi, Hüdden direği bu oğullar daha молодецтер var. Sata ustalarında görüntüde oğullar evi. Bu hakların hasel edildiler. Abdullahlar. Onlar Amerika'da Kakasçılar evi. Onda da manda bu Sankt-Peterburg'da olur. Emye bu Bayti'ye Bayne. Bu hakan ustaklas tuki kelen anan bu banyaga belak diyeler. Ağaçlar güven barda
Jonda sütten şekilde bunu sahaları bıraktıra o sütten tuğuluşçu adın gen köröller, iskeller, sütten itallar. Bu manlık bir saptahılmaya bular bu fevraillerden. Libya'nın kıvırtık yaktara. Ondan bu bilgi ulus futbalıgın Alexey Mikhailov'un sütten mahtanamın bu videonlar budur. Bu yurt basata ulusların anlamağın hediye ülkeler. Onda bu Yurba pozitifli imajlar delillerine sütten mahtanamın onu verebilir. Меня зовут Дмитрий, я из города Саратов. Приехал в Питер специально на выставку «Клинок». И более того, специально на выставку якутских ножей. И тот стенд, который меня интересовал, находится вот здесь. Я второй день уже изучаю ваш ассортимент. Вчера приобрел отличный нож, который выковал кузнец Арьян. Вот, из железной руды, которая добывается в республике, там, где проживает кузнец. И у меня 3 детей, 3 мальчиков. И я из каждой поездки привожу им какой-то национальный интересный инструмент. У них уже есть маленькая гитара, есть губная гармошка, и теперь у них будет варган. Спасибо. Спасибо вам. Это лошадь наскальная. Одинаковые. А нет, вы здесь вот смотрите. А там да, точно. Можно, да, я попить? Конечно. Переворачиваю. Вот сейчас я вот его взяла, и вот тут ничего Камус, только ее пока не надо играть, просто. Да, ее надо учить. И что ты хочешь с ним сделать? Хочется играть. Тебе понравился звук? Да, прикольный. Да, инструмент просто снизу. Спасибо, будем изучать. Хорошо, ага. Давай просто вот 65 лет. Белорусская ставка. 8 тысяч, правильно? Ага. Ниже последний. Так, давай самый дорогой теперь. Самое дорогое получается вот это из кришного железа. Рублях сколько будет стоить? Это всего лишь 22. 20. С учетом всей истории, это как бы недорого, мне кажется. Как березы, 40 полного банана и клинок получался из этого камня. Да, вот большинство у нас ребят покупают готовые железо. Это всего лишь моя работа. Получается, грубо говоря, стоит 200 лет назад делали так же. Ага, так же. Мои клетки. Не продажа, и лично у вас. Дома, там, грубо говоря, ставили что-нибудь там, что-нибудь на другое. Да, у меня есть свой нож. Вот у нас это вот я использую сам. Спасибо большое. Раз, два, три, ребята, давайте представимся. Меня зовут Саша. Мой друг Леонид. Так, меня зовут Леонид, Косторгуев. Мы родом из Литвы. Все детство провели там. Пришли сюда, на эту выставку, и встретили наших родственников, земляков. Вы выпускники какой школы? Боянский? Ну и второй. Откуда вы узнали об этой выставке? В том году на ней будет. Отец привел. Меня позвали просто. Где учитесь? Студенты? Учимся в электротехническом университете города Санкт-Петербурга. Я учусь в педиатрическом университете города Санкт-Петербурга на 3-м курсе. Какой курс у вас? 3-й. У меня первый. Хорошо, ладно. Передавайте приветы своим знакомым. Привет всем родственникам и так далее.
Bölöğü rayonları Nurbalar, Suntarlar, Bühəbülülər, Bülü, Atastar barbarlarlar degende. Bir görəmli toğalarbın, Atastarбын araların öykü, hamı hücavın, uzulapın, hamı izvay tüvenlerde asılada aganları. Onu hamı kurup gündüzü hamı. Много в Якутии мастеров, сохраняющих славу якутского ножа. Кузнечное дело продолжает существовать и развиваться как ремесло и искусство. Союз кузнецов Якутии создан в 2015 году и объединяет более 60 мастеров со всей республики. Сегодня якутские кузнецы при изготовлении ножей используют инновационные материалы, современные технологии, металлообработки и малой металлургии, но при этом соблюдая древние каноны и традиции.